Всем здравствуйте! Вторая часть тестов по теме дошкольная педагогика. Читаю вопрос и ответ. Вопрос. Выберите из предложенных вариантов педагогические умения, которые должны быть сформированы у педагога дошкольного учреждения, дошкольного образования. Правильный ответ. Организаторские коммуникативные умения. Мы читаем вопрос и ответ по 2 раза, чтобы вам было легче запомнить. Выберите из предложенных вариантов педагогические умения, которые должны быть сформированы у педагога дошкольного образования или дошкольного учреждения. Правильный ответ – организаторские коммуникативные умения. Следующий вопрос. Выберите наиболее полное, точное определение понятия, в кавычках, обучение. Читаем ответ. Правильный ответ – целенаправленный процесс передачи и овладения социально-историческим опытом поколений, знаниями, умениями и навыками. Повторяем вопрос. Выберите наиболее полное точное определение понятия, в кавычках, обучение. Зачитываю ответ. Обучение. Обучение – это целенаправленный процесс передачи и овладения социально-историческим опытом поколений, знаниями, умениями и навыками. Следующий вопрос. Выберите наиболее полный вариант ответа. Педагогический процесс – это… Двоеточие. Читаю ответ. Педагогический процесс – это… Ответ. Процесс, реализующий цели образования и воспитания в учебно-воспитательных учреждениях. Повторяем. Выберите наиболее полный вариант ответа. Педагогический процесс – это процесс, реализующий цели образования и воспитания в учебно-воспитательных учреждениях. Следующий вопрос. Следующий. Выберите наиболее полный вариант ответа. Экономическое воспитание – это ответ. Педагогическая деятельность, формирующая у дошкольников элементарные экономические знания и экономическое сознание. Повторяю. Выберите наиболее полный вариант ответа. Полный вариант ответа. Экономическое воспитание – это ответ. Педагогическая деятельность, формирующая у дошкольников элементарные экономические знания и экономическое сознание. Следующий вопрос. Выберите наиболее точный вариант окончания. Окончание определения дошкольной педагогики. Наука, изучающая воспитание ребенка. Продолжаем. То есть правильный ответ – это воспитание ребенка дошкольного возраста. Дошкольного возраста. Повторяем. Выберите наиболее точный вариант окончания. Определение дошкольной педагогики. Двоеточие. Наука, изучающая воспитание ребенка дошкольного возраста. Следующий вопрос. Выберите характеристику особенностей современного понимания сути индивидуального подхода дошкольной педагогики. Ответ. Использование разнообразных сочетаний средств методического обеспечения при решении общих педагогических задач с учетом индивидуальных особенностей детей. Повторяем вопрос с ответом. Выберите характеристику особенностей современного понимания сути индивидуального подхода в дошкольной педагогике. Ответ. Использование разнообразных сочетаний средств методического обеспечения при решении общих педагогических задач с учетом индивидуальных особенностей детей. Следующий вопрос. Выбор метода обучения прежде всего зависит от цели содержания предстоящего занятия. От цели и содержания предстоящего занятия. Повторяем.
Выбор метода обучения прежде всего зависит от цели содержания предстоящего занятия. Дальше. Где и когда открылись первые детские сады в Советском Казахстане? Правильный ответ. В городе Верном и в городе Семипалатинске в 1917 году. Повторяем вопрос. Где и когда открылись первые детские сады в Советском Казахстане? Правильный ответ. В городе Верном, Верный, и в городе Семипалатинске в 1917 году. Дальше. Гиперактивным детям не могут помочь. Ответ. Регулярные запреты. Регулярные запреты. Гиперактивным детям не могут помочь регулярные запреты. Следующий вопрос. Главная задача взаимодействия педагогов с родителями является, ответ, установление партнерских отношений по объединению усилий для воспитания детей. Повторяем вопрос. Главная задача взаимодействия педагогов с родителями является, ответ, установление партнерских отношений по объединению усилий для воспитания детей. Следующий вопрос. Деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых и в обобщенной форме в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Правильный ответ – ролевая игра. Слушаем внимательно вопрос, я повторяю. Деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых и в обобщенной форме в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Ответ – ролевая игра. Следующий вопрос. Деятельность, вызывающая качественные изменения в психике ребенка. Правильный ответ – ведущая деятельность. Повторяем. Деятельность, вызывающая качественные изменения в психике ребенка. Правильный ответ – ведущая деятельность. Следующий вопрос. Деятельность, направленная на усвоение общественно выработанных способов действия с предметами. Ответ – учебная деятельность. Повторяем. Деятельность, направленная на усвоение общественно выработанных способов действия с предметами. Правильный ответ – учебная деятельность. Читаем дальше. Дидактическая задача, игровая задача, игровое правило. Это структура такой-то, такой-то игры. Пробел здесь, да? Значит, здесь какое слово должно быть? Ответ дидактической. Выделяю. Зачитываю уже с правильным ответом. Слушаем внимательно. Дидактическая задача, игровая задача, игровое правило. Это структура дидактической игры. Это структура дидактической игры. Дальше. То есть здесь правильный ответ дидактической. Следующий вопрос. Дидактические принципы. Тут написано правильный ответ научности. Научности. Дидактические принципы. Ответ научности. Следующий вопрос. Для помощи дошкольным учреждениям в учебно-воспитательной работе в 1932 году при Минпросе Казахской ССР был создан, ответ, Республиканский методический кабинет дошкольного воспитания. Повторяем. Для помощи дошкольным учреждениям в учебно-воспитательной работе в 1932 году при Минпросе Казахской ССР был создан, ответ, Республиканский методический кабинет дошкольного воспитания.